Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайрун наси анфаухум линнас». То есть самые лучшие из людей – это те, которые более полезны другим людям. Поэтому сколько вот Всевышний Аллах, вот сколько Он нам не дал жизнь, да, вот мы должны до последнего вздоха поклоняться единому Аллаху и служить, приносить пользу Его творениям. И также другое изречение, где пророк ﷺ сказал: самое любимое дело перед Аллахом – это радость, которую ты выносишь в сердце своего брата. Поэтому вот какая у нас будет возможность, мы должны радовать людей. И недавно был такой случай, сегодня ничего просить не буду, никаких сборов объявлять не буду, просто хочу рассказать вам о своей радости, да, и сказать всем спасибо, поблагодарить вас. Недавно дошла до нас такая информация, что в Камском устье есть семья, мама, которая ухаживает за больной мамой-инвалидом и за больным ребенком, ДЦПшникам, которому 18 лет, и они живут в ужасных условиях, где нет ни газа, ни воды, ни туалета, да. И сердце, конечно, не выдержало. Мы поехали сразу в Камское устье. Я сам вот решил посмотреть. Татар курми шанмиды. У нас есть такая как бы поговорка, что татарин пока не пощупает, не увидит, он не поверит. Поэтому поехали туда. На самом деле я был в шоке, как в 21 веке, да, когда мы живем, когда люди умные унитазы ставят дома, да, умный свет делают, а у них ни отопления, ни газа нет, и они 11 лет жили вот в этом, как они мылись в тазик. Большой таз кладу, в таз вот этот стул, на стул сажаю маму голую, потом сажаю ребенка ей на колени, мою ребенка, потом мою маму. И она, вот мать Гульнара Ханум, она ухаживает за двумя инвалидами в этих условиях. Конечно, это очень плохо. И государство им выделило сертификат на улучшение жилья 950 тысяч. Конечно, этого не хватает, и они попросили 250 тысяч, чтобы купить хотя бы однокомнатную квартиру. Ну, с водой, с туалетом, с газом. Мы сняли такой небольшой фильм «Обращение», думали, объявим сбор. Выехали с Камского устья, и по дороге я просто закинул информацию на WhatsApp наших коллег, которые тоже занимаются в Казани благотворительностью. И вы знаете, мы не доехали до Казани, это 120 километров, нам сумму закрыли. Просто вот я просто очень обрадовался этому. Ребята, братья, они просто молодцы, поэтому всем спасибо. И мы даже фильм не стали показывать вам, ну вот отрывки сегодня вы видите, да. Поэтому, ну, Аллах на рахматы яусын, да возблагодарит Аллах всех наших братьев, которые и сестер, которые просто вот откликнулись на это. И Аллах шкыр, они купили квартиру, и мы даже, наверное, постараемся вам показать эту новую квартиру и эту семью. Также недавно мы объявляли сбор вместе с фондом Сабиль. Давайте построим дом Хазрату, да, то есть помните Абдурашид Хазрат со своей семьей прекрасной, они живут в Можге, он уже 15 лет работает. Вот объявляли сбор, давали карту Сбербанка, да, и сегодня хочу немножко вот бухгалтерии подытожить все, да. Все молодцы, всем рахмат, всем спасибо. Вот на карту фонда Сабиль пришло 321 тысяча на сегодня, да. На мою карту кто-то решил отправить, да, без моего спроса. Ну, ладно уж, 80 тысяч. На карту Рашид Хазрата ему принесли 200 тысяч, да. Также 60 тысяч дали на стройматериалы. Обещали, это обещанные, но мы им верим, нашим братьям, обещали закрыть 150 тысяч окна и также крышу. Материал для крыши 340 тысяч. То есть вот со всеми собранными и обещанными средствами на сегодня у нас 1 миллион 151 тысяча. Но еще 1 миллион Хазрат нам сам обещал, у них родные все скидываются. Поэтому, Аллах берса, до зимы мы должны полностью под ключ сдать этот дом. И, Аллах берса, мы еще с вами всеми отчитаемся и за всех, иншаллах, дуа сделаем. Поэтому да возблагодарит Всевышний Аллах всех, кто участвовал в этом благом деле. И пусть Аллах даст нам возможность довести это хорошее дело, полезное, до конца. И чтобы у Рашид Хазрата и
его семьи был хороший дом, иншаллах. Поэтому джазакумуллах хайр. Всем спасибо. Безнең белән булыгыз, бергә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.